Поэт, публицист, прозаик, член Союза писателей Абхазии, автор романов, составитель афоризмов, переводчик зарубежных стихов на родной язык. Все это про Николая Квициния. В абхазскую литературу он вошел еще в середине 50-х годов прошлого века. Его произведения почти сразу получили отклик у читателей и стали печататься в различных популярных изданиях, таких как Алашара, Алпасухум, Абаза, газета Апснахапш, Советская Абхазия и во многих других. Николай пришел в абхазскую поэзию со своей интонацией, со своей очень ярко выраженной манерой письма. И он оставил значительную нишу, значительный след в абхазской поэзии. Большую, конечно, роль сыграл. Первый его сборник стихов вышел в 1964 году. «Сарашчижилой» назывался, «Я оседлаю коня». Очень многие вещи, которые вошли в этот сборник, они прозвучали и среди молодежи, и среди других категорий читателей очень свежо. И многие даже помнят наизусть его первые стихи, в которых такая заявка на высокую профессиональную зрелость. Знакомство и дружеское общение с Николаем Квицинием, как сегодня, вспоминает Владимир Зонтарин, началось еще в студенческие годы. Мы, будучи студентами, он приглашал часто к себе домой, вот здесь по улице Арзема, он тогда назывался Кирова, жил на обед, на какой-нибудь завтрак. И эти завтраки и обеды фактически превращались в литературные посиделки. Потому что у него была библиотека, самая лучшая, наверное, в Сухуми. Самые лучшие вещи, какие не выходили в мире, все бестселлеры, все можно было увидеть в его библиотеке. И мы, конечно, просили дать почитать. И он с удовольствием отдавал, но предупреждал Амалы Аугару и Орхан Хоро, потому что есть такая черта у кого отдашь книгу. Потом, пока ты не вспомнишь, он тебе не возвращает. Коля, конечно, давал нам почитать эти прекрасные книги. Это были уникальные книги, их нелегко было достать в те времена, в советские еще. Он давал, но он требовал, чтобы ты вовремя вернул. Ну вот это такие нюансы, которые определяют его характер. В биографии абхазского литератора большая библиотека произведений, рассказов и стихотворений. Все они как признак большого таланта и трудолюбия. Творческий путь Николая Квициния с начала 60-х годов продолжился работой на абхазском радио, а затем уже в журнале «Алашара» в качестве главного редактора. Он более 20 лет возглавлял наш главный печатный орган, печатное главное наше издание, журнал «Алашара». Более 20 лет. Это очень тяжелый труд, но он был прекрасным редактором. Сейчас время такое, что какие-то запятые, тире, пунктуация какая-то никого не интересует. А тогда было очень строго, и он был один из тех, кто требовал соблюдать стилистику, пунктуацию, то есть правописание абхазских слов. Настолько он был дотошен в этом вопросе, что некоторые даже согласовывали с ним авторы, приносили ему, я лично приносил, чтобы он посмотрел, прежде чем опубликовать свои стихи. И он мог отложить все свои вопросы, он всегда был занят, потому что главный редактор – это такая тягомотия, насколько надо читать, сколько надо проверять. И еще тогда и цензура была, и не так легко было опубликовать каждую вещь, и он садился тут же с тобой, и при тебе же мог так отредактировать, так помочь тебе выстроить стихотворение или рассказ, что ты уходил оттуда какой-то такой одухотворенный. Несмотря на занятость в эти годы, Николай Квициния находил время и для литературы. Свой талант абхазский писатель выражал и в написании афоризмов, а также в переводе на родной язык произведений русских, грузинских, армянских, адыгских, абазинских и других поэтов и прозаиков. Очень многих поэтов, классиков русской поэзии, Пушкина, Лермонтова, Толстого рассказы. Кстати, он прекрасно перевел «Смерть Ивана Ильича», еще какие-то вещи. А Константина Симонова стихи, вот этот цикл, военный цикл фронтовой, он перевел блестяще.
ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины, вот это стихотворение, он перевел, даже сохранив ритм стиха, сохранив все, из чего, все ценное, из чего состоит этот стих. А таких ярких, сильных переводов русской поэзии, там не только русской, но и других национальных поэтов, северокавказских поэтов у него много. Будет не хватать, конечно, его. Поэта Николая Квициния не стало на 82-м году жизни. На его счету порядка 10 томов изданных произведений, более 20 сборников стихотворений, рассказов, афоризмов и десятки переведенных поэм, на которых успело вырасти целое поколение. Виола Барганжа, Торник Амичпа, Абазатова.